Я хочу, чтобы как бы до того, как перейти к вашим вопросам, рассказать, как и с какой целью я вообще сюда пришел. Не может министр, который вновь назначенный, заняться кадровой политикой. По одной простой причине: надо посмотреть, надо оглядеться, надо посмотреть, кто чего делает, какие цели и задачи политическое руководство ставит перед Министерством внутренних дел. Какие бы ни были президенты, все ставят только одну задачу – наведение порядка в стране. Вот. Для человека, который долгие годы не работал в правоохранительной структуре, он должен сперва оглядеться, посмотреть, какие подразделения, какие задачи выполняют, как они выполняют. Я с самого начала говорил, я буду долго, внимательно смотреть. Но придет время, когда я сполна спрошу за проделанную работу. Хочу вам рассказать и сказать, что когда я пришел министром, для меня было удивлением и шоком, что все вопросы, которые решаются в МВД, решаются только с разрешения министра. Для меня был шок, когда начальник управления по обороту наркотиков заходит ко мне и спрашивает: можно я пойду в службу государственной безопасности, встречусь со своим коллегой для того, чтобы там разработать какую-то совместную операцию. Я был удивлен. Я говорю: а что ты у меня это спрашиваешь? Ты целый начальник управления. А у нас все так принято было. Без разрешения министра мы шаг даже в службу государственной безопасности. Можно я схожу в прокуратуру, меня туда вызывают. Если министр скажет: нет, нельзя тебя туда ходить, в прокуратуру можно было не ходить. За все эти месяцы, чего я добился от своих подчиненных, это переложить на их плечи ответственность. Это Министерство внутренних дел, а не какое-то районное подразделение. Здесь работает руководство МВД, не только министр, но и его замы, начальники управления, которые принимают решения и выполняют эти решения. И все вопросы не обязательно согласовывать, допустим, с министром или его заместителем. Самостоятельность принятия решений, я всегда говорил, я и во время войны это говорил. Если человеку мы не доверяем, мы не можем с него спросить работу. Все эти месяцы никто не может сказать. Я столкнулся с тем, что людей с Генеральной прокуратуры не пускали в здание МВД. Было такое тоже. Люди на допрос в Генеральную прокуратуру, или просто Генеральная прокуратура — это надзирающий орган. Не ходи. Все это было сложно. Взаимодействие между структурами налажено. И те ребята, которые сегодня давали брифинг, это люди, которые непосредственно отвечают за правопорядок внутри Министерства внутренних дел. Красиво говорить — это одно, а результаты должны быть. Результаты. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить: вот я там ответственный за собственную безопасность, за время моей деятельности я столько-то нерадивых сотрудников разоблачил, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованный, столько-то уволенный. Вот тогда работа этого подразделения будет понятна и министру, и обществу. Мне стыдно даже общаться уже с президентом, который говорит: Аслан, на конце концов, вы обратите внимание, наши гости переходят по реке Псов, доезжают до Сухуми за 4,5 часа. Столько времени у них занимает на собственном транспорте, потому что каждому посту им приходится кланяться. Это не сегодня это происходит, но это мы дальше терпеть не будем. Я 1 раз сказал, 2 раза сказал, 3 раза сказал: ребята, ко мне заходить в кабинет шушукаться не надо. Вы ко мне в кабинет заходите с готовым материалом. Если в былые времена того
задержать того, помиловать, такого нет. Я всем четко дал понять. Будь мой родной брат, он совершил преступление, фиксируйте и докладывайте. А приходить, можно это, можно нельзя, такого уже нет. И каждый, кто говорит о том, что я там был хорошим, или я там спал, ночевал, результаты покажи, парень. Если ты там спал и ночевал, когда вокруг столько безобразия. Я благодарен им, что они сами написали рапорта. Есть задание президента, председателю службы государственной безопасности, министру внутренних дел. В ближайшее время будет создано управление, которое непосредственно будет отвечать за этот участок работы. Туда наберут ответственных, знающих свою работу людей с двойным подчинением службе государственной безопасности и Министерству внутренних дел. Двойным подчинением. Это было в советское время, которое надзирало за деятельностью работников милиции. А вот набирать этих людей, которые говорить хорошо могут, но результатов нет. Это не только по службе собственной безопасности. Такой же спрос будет по линии ГАИ, по линии уголовного розыска, криминальной милиции. Все, уже закончилось время, когда министр одергивал, министр просил. Сегодня уже мы будем спрашивать сполна за работу. Я сам вошел в курс дела и вижу, кто хочет, кто может работать. Те, кто красиво говорят, но не хотят работать, я с ними работать не буду. Пока висит. Тот господин, который сегодня вам давал пресс-конференцию, я, честно говоря, им не интересовался. Ну, коль он так решил из себя сделать публичного человека, я решил сегодня вот попросил управление кадров, спустите, пожалуйста, там есть определенные политики, которые в нем увидели великого мастера, который знает свою работу. Человек, который от капитана до подполковника за 7 месяцев дошел. Таких у нас даже и на войне не было. С капитана до подполковника. Я вот сегодня его личное дело, как говорится, поднял. Который его там, бывший министр, заявляет о том, что его внимательно проверял по всем параметрам, профессионал. Одно, что он вообще в органы милиции не мог быть принят, если уже на то пошло. Потому что его отец совершил умышленное убийство в 2005 году. По закону милиции он никак не мог быть принят. Ну, приняли, бог с ним, не я принимал. 29.09.2015 году он получил звание капитана милиции. 04.06.2016 он уже подполковник. Правда, я в личном деле не вижу. Везде досрочно, но за что досрочно? Вот, допустим, во время войны мы знали, что того или того за ту операцию, там за такие-то, а за особые отличия, там людям звания давали, там, к награде представляли. Это я понимал. Ну, этого я не вижу. Мало того, дальше пошел. Смотрим, за это время, в 16 году, у него все эти его подвиги, 15-16 год. В 16 году его награждают наградным оружием. Смотрим, что за оружие. Это наградное оружие, бандитское оружие, которое изъято, должно лежать, изъято не Министерством внутренних дел, а службой государственной безопасности у наркодилеров. Она находится на хранении у нас, и вдруг это оружие является его наградным оружием. Я подписал приказ об аннулировании этого наградного оружия, потому что это оружие, которое должно на хранении находиться. Потом о том, что говорят, что эти люди, там высококвалифицированных специалистов уволили. Базильский пришел в структуру МВД в 12 месяце 2010 года. С 2011 года считайте, что он работал. Вот. Один действительно Псаонов и Иксузян — это люди, которые уже долгое время работали. Все остальные ребята пришли в 15-16 году.
Здесь столько управлений было наделано, которые мы обязательно будем сокращать, потому что некоторые говорят, там нарушение закона, наш закон о милиции не соответствует вообще на 99% штатному расписанию МВД Республики Абхазия. Закон о милиции, его давно надо менять, его надо менять в соответствии с новыми требованиями. Ну, что самое интересное, здесь по 5-6 человек и целое управление, понимаете? По 5-6 человек. Ну, я человек, который прошел всю войну, я понимаю, что такое 5-6 человек, и, понимаете, это смешно. Я могу со всей ответственностью заявить, что не только, как говорится, это отдел собственной безопасности, кем я недоволен, я многими подразделениями недоволен. И, как говорится, мои наставления закончились. И мы будем очень жестко принимать решения по руководителям, которые не дают результата. Не только по Базильскому и ему подобных. Хотя, если бы мы немножко были бы честны и объективны, такие как Базильский не должны были вообще работать, может быть, в органах внутренних дел. Да Бог ему судья. В конце концов, не я его принимал. Я вообще никого с собой сюда не привел. Базильского я увидел здесь. Кроме ветеранов войны, которых я знал на несколько человек, которые десяток людей работают, ветераны, которые остались, остальных и этих сотрудников милиции в жизни я с ними не работал. А 7, кого я работал, вот в 95-м году, когда я был начальником УВД, их единицы осталось. Остальных я увидел здесь. Я в их личные дела не лезу, у меня это не министра дела. Понимаете, сейчас это не мое дело. Коль он о себе громко заявил, я хотел взглянуть, что это такое, что вообще, что за парень. И поймите одно, министр Кобахя не принимает на предмет, сказал Амазал. Знаете, министр Кобахя, если ты к министру заходишь, почему такие, как Базильский, мало начали заходить в кабинет министра, потому что ко мне надо с документом приходить. А вот прийти там, знаете, вот сказать там, Шульгина не та, или тот-то не тот, это меня не устраивает. Это никак не получается. Каждому есть функциональные обязанности, он должен их выполнять. Ни один сотрудник МВД, ни один руководитель уровня Базильского и выше не может сказать, что Кобахя где-то ограничен. Здесь так решалось, этого посадить, этого не посадить, этого показать, этого не показать. Так не было, так не будет при мне. Люди, профессионалы, которые свою работу знают, по 15-20 лет работают, к их мнению надо прислушиваться, или не так, как вот министру там в голову взбрелось, и вот как скажете, так и будет. Так не должно быть. Идет определенная работа. И вы сами это видите. Сколько сил и труда было вложено для того, чтобы наши выборы прошли спокойно. Все так думают, что мы заснули, проснулись, выборы провели, все спокойно произошло. Столько труда было вложено, знаете, мне самому даже по штабам приходилось ходить, там, где оперативка давала информацию, что там напряжено. Общаться с людьми, с одними, со вторыми, с третьими. Красиво провели. Поверьте мне, очень много недостатков в МВД. Никто не говорит. И ошибок. Но в МВД, чего в лице министра вы не увидите, предательства нет. Предательство, когда ты знаешь, что это неправильно, и ты понимаешь, все равно продолжаешь это делать. Ошибки будут. Вы нас часто ругаете. Может, и объективно ругаете, порой и не объективно ругаете. Но у нас кадровые перестановки, они идут. Всем прекрасно же ясно, понимаешь, что вот там молодых людей, которые всего год-два работают, всех взяли и увели. Ну просто они на этой работе никакой ценности не представляют. Хотят уволиться, ну уволились. До свидания, другие. Там будет совершенно другая, более серьезная структура, которая необходима для того, чтобы наводить порядок внутри МВД. И то, что Базильский говорит о том, что ему запрещали в какой-то кабинет ходить, это больше, это даже не ложь. Это глупость. По одной простой причине никто ему ему по кабинетам ходить не надо было. Ему надо было вот так проехать. Я не могу эту работу сделать. Низамы это не могут сделать. Это должна собственная безопасность делать, что творится на наших дорогах. Мы что, это не знаем, мы что, это не видим, мы что, с этим не боремся, мы просто об этом, если не кричим, сколько людей, понимаешь, и будет еще уволен.
Я воспользуюсь вот сегодняшним вашим присутствием, пусть особенно люди, я часто это говорю, больше всех с населением соприкасаются работники ГАИ. То, чего у нас делается на дорогах, это недопустимо. С этим мириться мы не будем. И пусть никто не обижается, вот завтра их родственники брифинги будут проводить, вот, когда кое-кому наручники оденут. Этого уже дальше терпеть нельзя. Это не вчера это началось. За весь послевоенный период это. Но к нам огромная армия людей приезжает. Вот сейчас подготовка к летнему сезону, да, вот осталось всего, да, месяц. И летний сезон начинается. Если сотрудники наши не поймут, что мы с этим мириться не будем, мы это жестко не будем указывать, мы будем иметь то, что мы имели. Вы сами видели, вот я только пришел, и сколько аварий было. Сколько ужасающих аварий было. Немножко постучим, конечно, они есть и сегодня тоже, но аварии меньше, потому что вы помните, вот сейчас мы в таком щадящем режиме, я как-то говорил недавно по телевизору, сейчас пока мы шли вот эти предвыборные дела и тому подобное, как вы спокойно, как вы это все прошли. Но были жесткие, даже возмущались некоторые, почему в масках, не в масках. Для простого, рядового, законопослушного гражданина, что человек там в маске стоит или не в маске, она абсолютно его не пугает. Маски пугают людей, которые немножко не лады с законом. Много проблем. И говорит о том, что кто-то там на себе рубашку рвал, ему кто-то мешал, этого не будет. И все уйдут те, которые не хотят работать. Пусть материалы покажут, что они послали в прокуратуру. Я на министров. Прямо материалы, какие мы послали в прокуратуру. По коррупционным составляющим, по злоупотреблению своих служебных полномочий. Какие материалы у них есть? Я эти 7-8 месяцев, я на них смотрю. Надо материалы показывать, чтобы говорить, что я там из кожи лез, а меня на улицу выставили. А шантажировать людей, тем более министра, ему не удастся. Спасибо. Жду, пожалуйста, вопрос. В первую очередь речь шла о том, что не был соблюден закон в части, касающейся расформирования управления собственностью. Никто не расформировал. Я долго мучился с этим подразделением. Для меня самое главное, я вообще не собирался бы их объединять, ни с кем не объединял бы. Да и сегодня надобности нет, и можно, понимаешь, их разделять. Сейчас вот с председателем СГБ будем думать. Наверное, в итоге они будут. Дело не в этом. Дело в том, в тех результатах. Это приказ об объединении было 23 января 2017 года. Сегодня у нас что, апрель месяц. Не в этом же дело, Нисва. Если эта структура не будет работать, никогда невозможно навести порядок в МВД. Мне уже доложили, я не смотрел, но мне начальник пресс-службы выдержками о том, что, видите ли, он там ходил на экзамены, и мне он тоже докладывал несколько раз, что он там ходил на экзамены. Я ему сказал: Базильский, тебе не на экзамены надо ходить, а тебе надо факт взятки зафиксировать и посадить людей. А он приходил и садился. Давайте сейчас скажем. Начальник УСБ приходит и садится. Люди не сдают экзамены, встают, уходят. Не сдали экзамен. Дальше что? Он приходит, мне это говорит: а что это дает? Я говорю: мне как руководителю, понимаешь, что материалы послать в соответствующие структуры, вернее в прокуратуру, должен быть материал, что Иванов дал Сидорову взятку. А это его работа, это уже его оперативная работа. Кто из нас может сказать о том, что там в ГАИ республики не берут взятки? Кто это? А кто это? Это мы с вами все здесь сидящие можем это констатировать, да? Каждый из нас. Но Абазильский, его работа заключалась в том, что этих людей разоблачать. До Кубахи пусть он покажет, какие материалы, видите, другие же министры были к нему лояльны. Пусть покажет, слушайте, кого он разоблачил. Вы говорите, что необходима реформа МВД. На ваш взгляд, что в первую очередь нужно реформировать? Что означает реформа вообще? Это улучшение качества работы. За качественную работу надо платить. А если нет Дальше. качественной работы, деньги? Как я, опять-таки, мы имеем то, чего мы имеем. И очень хотелось бы, и дальше будем думать, потому что президент над этим вопросом думает. Мы сейчас кое-какие у них свои планы, я не буду наперед забегать, это сам президент расскажет.
Но нам надо будет серьезно подумать о качественном реформе в криминальной милиции. А что такое криминальная милиция? Это милиция, которая борется с преступностью. И вот за эти смехотворные зарплаты можно очень легко сказать, вот честно говорю, вот поверьте мне, у СБ не будет еще полгода, и ничего страшного в МВД не произойдет. Знаете, вот как она плохо была, так и будет плохо. Но если мы качественное ОСБ создадим, здесь, конечно, будет определенный результат. Поверьте, если у нас и ОСБ качественное будет, многие сами отсюда уйдут. Их не надо будет разоблачать. Они сами поймут, что рано или поздно попадутся. Они сами уйдут. А криминальная милиция – это люди все-таки, которые реально рискуют жизнью. Надо понимать, что современный преступник, он вооружен, опасен. И говорит о том, что мы, если вот пусть они уходят, если не могут, этого нельзя допускать. Я здесь вот, еще раз повторяюсь, увидел очень много профессиональных людей. Люди, которые действительно любят свою работу. Люди, которые хотят работать и умеют работать. Но им надо реально платить. Если мы этого не сделаем, у нас будет всегда стабильно плохо. За это короткое время, что у нас только изъято наркотиков на 15 миллионов рублей. Для маленькой Абхазии это большие цифры. И то, что Базильский там рассказывает, что он разоблачил 3 с чем-то килограмма, около 4 килограммов марихуаны. Это ничего подобного. Их пригласили туда за то, что там среди них был один водитель с МВД. Их пригласили, они там просто принимали участие. А это делал УКОН. Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Вот. Приписывать чужие заслуги не надо. Аслан Алексеевич, вот мне бы хотелось более конкретно. Базильский говорит о том, что такие решения могут приниматься только Кабинетом министров, что своим личным приказом вы не могли эти преобразования производить. И второй мой вопрос сразу, если можно. Он говорил о том, что было 2 обстрела сотрудников ГАИ на Бзыбском и на Кадорском посту. Значит, он сказал о том, что там был сын чиновника и там было должностное лицо. Если можно, назовите, была ли эта ситуация, кто был этот чиновник, чей сын стрелял, и кто был человеком, там, Бзыбский, Кадорский пост 2. И что вообще, какие меры принимались по этим ситуациям? У нас был инцидент между работниками прокуратуры и работниками ГАИ на Бзыбском посту. Занимается прокуратура этим вопросом. Там идет следствие, занимается эта прокуратура этим вопросом. Никакого обстрела на Кадорском посту не было. Это байки, которые рассказывает сам Базильский. Там было неподчинение работникам ГАИ. Вот. Человек был задержан, человек был оштрафован за неподчинение, на посту ГАИ. Если Базильский знает о том, что это было, и он, понимаете, не проводит расследование, кто Базильскому помешал вообще проводить расследование? По объединению этих 2 структур. У нас новое штатное расписание. Что это расписание? Она находится на согласовании Кабинета министров. И временное объединение я своим приказом это ввел. Это я ввел, вам еще раз говорю, в январе месяце. Если это было, Базильский очень долго думал, что он с этим не согласился и ушел. Меня настораживает, когда в правоохранительных структурах групповщина начинает работать. Знаете, есть групповщина. Это надо понимать, почему так происходит. Это знаете как, вот в один день министр уйдет в отставку, и все гурьбой уйдут домой, да? Так не бывает. Такие вещи не бывают. У каждого своя служебная лестница. Вот 2 приказа есть по техосмотру. От 6 марта 2017 года об отстранении. По факту нарушения постановления Кабинета министров Республики Абхазия 29.09.
номер 81 о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств Республики Абхазия, допущенными сотрудниками государственного технического осмотра РО МВД Абхазии. Кстати, между прочим, это не Базильский, это все нашел. Приказываю назначить комплексную проверку прохождения технического осмотра транспортных средств на территории Республики Абхазия. Создать комиссию для проведения комплексной проверки прохождения технического осмотра транспортных средств по Республике Абхазия. До окончания проверки временно отстранить там сотрудников таких-то занимаемых должностей. Контроль за исполнением возложить на начальника ВКР Параскеля Ивана Сергеевича. Теперь приказываю создать комиссию в следующем составе. Подполковник Базильский, заместитель начальника ВКР МВД Республики Абхазия, подполковник Пиля, капитан Кокубала, лейтенант Чоку. Контроль за исполнением возложить на Кварацхеля. Пока идет проверка, что Базильский руководил этой проверкой, еще они не закончили, еще ничего не доложили. Кстати, не по инициативе Базильского эта проверка вообще назначена. Пришлось мне уже приказ это писать, людей отстранять и его туда назначить, чтобы они проверили и доложили. Это служба, которая может никогда никого не спрашивая прийти где угодно проверить. А вот это то, что он сейчас говорит о техническом осмотре и тому подобное, это я сигнал получил совершенно от других сотрудников, я создал комиссию, во главе с ним же и отправил. Они еще и не доложили. Он прекрасно знает, что на каждом посту происходит. Это единственная служба, которая могла прийти, проверить, если надо, и арестовать. Понимаете? А говорит о том, что там нарушения, конечно, они есть. Я их вижу. И почему же я в последнее время очень нервно по отношению к этой структуре? Говорит-то мы с вами можем, а он-то действовать должен. И говорит о том, что ему не давали, видите ли, где-то что-то действовать. Нет, ребят. У нас весь конфликт в том, что результаты надо давать. Общество это ждет. И вот в чем дело. И сегодня это преподносить, приходить, там брифинг собирать, что ему, видите ли, не давали работать, это больше, чем словно подло. Еще не только ему, и по отношению ко всем другим начальникам управления и заместителям. Больше, чем сейчас, в МВД никто никогда таких полномочий не имел. Каждый за свой участок непосредственно должен нести ответственность. Какие у него есть материалы, что я ему, как министр, не дал работать. Так себя нельзя вести, если ты честный человек. Мучеников из него не получится. Когда я первый раз его увидел, я обрадовался. Русский человек, понимаете? Человек, который говорит на государственном языке. Я его на телевидение отправил, чтобы, знаешь, я ему говорил, с тебя все получится. Это будет для нас всех уроком. Это в обязательном порядке. До следующей недели у нас будет собрание, которое я проведу. И обычно я с руководством, я с личным составом всего центрального аппарата хочу провести. Если кто-то так хочет работать, он может сейчас уходить. В МВД надо работать и показывать результаты. Если их нет, то надо уходить. Первоподчиненным, а если не получается, и министром. Вы затронули тему предстоящего курортного сезона и ситуацию с нашими гаишниками на трассе. Я обращаюсь к нашему населению. Если вы видите на каком-то посту остановлена машина с иностранными номерами, его досматривают, фотографируйте, скиньте его на наш сайт. Я вас уверяю, что эти сотрудники милиции работать не будут. Помимо этого, мы по своей линии будем это все отслеживать. У нас могут стоять люди на трассе между постами, но останавливать машины они не имеют права. Они могут фиксировать. Здесь идет. Конечно, если это мы предупредили, это они все равно останавливают. Но чтобы вы знали, и население должно знать, что пусть они там с радарами своими стоят, наблюдают, они на стационарном. Останавливать могут только на стационарных постах. То есть человек может не остановиться? Человек, пусть его фиксируют, пусть его не останавливают, он не должен останавливаться. Пусть его фиксируют, стоят вот между... Останавливать могут только на стационарных местах. Если передали ориентировку, что превышение скорости, передали, на стационарном посту остановили. А вот эти так называемые господа с-под кустов, пусть они дальше там смотрят, но никто не имеет права их останавливать. Вот. И это именно по трассе. Поверьте, если
население нам поможет, если мы все вместе возьмемся за это дело, мы обязательно добьемся результата. Когда человек поймет, что за ним следят, он будет, если даже нарушать, он будет с оглядкой это делать. А сейчас это все делается, понимаете, очень нагло, вызывающе, и после этого уже дальше терпеть нельзя.